Здравствуйте, спасибо. Меня зовут Бермет Кушоева. Я выпускница 2007 года женского лицея Чурек в Бишкеке закончила. Я узнала про лицей от своей мамы. Она сказала, что есть вот такая школа, там обучают на английском. В этой школе мы должны будем учиться и жить 5 дней в неделю. И там очень хорошо обучают английскому языку. И потом, там был буклетик такой, показывали мне, то, что выпускники этих школ, САПАТ, они потом поступают за зарубежные университеты. Так я узнала, и в 2002 году, я помню, мы ходили, сдавали вступительный экзамен, я прошла, и потом сразу же подали документы и перешли в лицей, потому что я в этот момент уже решила, что да, я хочу там учиться. Да, я, получается, в 2002 году начала обучаться в 7 классе, и до конца в 11 уже, когда закончили, в 2007 выпустились. Получается, это 5 лет прошло там. На тот момент еще начальной школы не было, и все учились с 7 по 11 класс. Во время учебы у нас первый год был английский язык усиленный. Мы каждый день учили английский, по-моему, по 5 часов. Но процесс обучения был очень интересный. То есть это не было такое, то, что вот прям насильно заставляли. Учителя были очень приятные, они в игровой форме, по-разному нас обучали английскому. И это, наверное, самый большой плюс, который дал лицей, это именно знание английского языка. Потому что потом я без проблем поступила за границу на учебу, на бакалавр, потом еще раз и на магистратуру вследствие тоже поступала. И вот эта вот база, которую дали в лицее, она была самой сильной. Потому что когда я уже поехала, например, в университет учиться на бакалавр, там не было уроков английского языка. То есть там ты приезжаешь, уже знаешь английский язык. А потом, когда я работала, тоже английский, магистратуру, то есть английский язык, который я сейчас разговариваю и работаю, это тот, который мне заложил лицей. Вот эту вот грамматику, все остальное, с тех пор я его не учила, не повторяла. И это самое сильное, потому что, например, сейчас я уже сама преподаватель, и я преподаю свои предметы на английском языке тоже. Я обучаю студентов. Отличалось то, что, во-первых, обучение было больше, то есть у нас было больше уроков, больше предметов, и подход был совсем другой. То есть у нас были учебники на английском, все математика, физика, биология и так далее. Английского языка было больше, ну и плюс атмосфера. Все-таки из-за того, что мы все там жили отдельно от родителей, мне было 12 лет, когда я пошла в 7 класс в лицей, и мы начали жить отдельно от родителей. Несмотря на то, что мы были такие маленькие, но мне кажется, именно лицей помог нам повзрослеть. Именно вот этот период, когда подростковый, вы как-то чуть раньше отделяетесь от родителей, начинаете быть самостоятельными. Это мне сильно очень помогло. И это в будущем не было проблемой, например, уехать за границу жить или там жить отдельно от родителей. Я и все мои одноклассницы, мои подруги, мы до сих пор общаемся. Мы более самостоятельные стали, повзрослели и более, наверное, подготовлены к жизни стали. Нет, конечно, можно здесь остаться. Многие мои одноклассницы остались, они также здесь добились успехов, сделали большие карьеры. Просто для меня было вот прям, скажем, моей целью было, и мне было интересно именно поехать дальше. Выезд за рубеж. Да. На данный момент у меня несколько направлений. В первую очередь я получила образование, я маркетолог, бизнес-маркетолог. У меня есть свой бизнес, онлайн-бизнес в электронной коммерции. Мой бренд, я продаю свои товары на платформе Amazon США. И также после этого я, получается, начала преподавать и в Американском университете в Центральной Азии. Так как у меня есть магистратура, у меня есть образование, плюс английский язык, то, что важно там для преподавания тоже, я начала преподавать так, и поэтому у меня сейчас где-то 3 основных направления. Я предприниматель, у меня свой бизнес, я маркетолог, я консультирую людей также, и плюс я преподаю.
Да, я всем советую. После меня, например, мои двоюродные братишки и сестренки тоже все пошли в лицей, они тоже все очень хорошую базу получили, потому что вот эта база, она очень важна, так как потом, неважно, вы останетесь здесь, в Кыргызстане, или поедете в любую страну учиться за рубежом, у вас уже есть база тому, как учиться. То есть у вас нет такого, то, что вы в школе, когда ходите в обычную школу, вы приходите домой, и родители вас заставляют учиться. В лицее ты учишься быть самостоятельным. Ты учишься сам учиться, сам следить за своими уроками, за своим домашним заданием и самостоятельностью. И когда ты идешь в университет, ты тоже должен уже быть самостоятельным. И лицей тебя готовит к этой самостоятельной жизни, поэтому я всем советую, и у меня в семье тоже после меня все пошли в лицей учиться.